Которые ведут разведку в Луганской области, не верят в возможность наступления боевиков. События пообщались с бойцами легендарной 80-й Львовской бригады. Они защищали Луганский аэропорт, а теперь выезжают на боевые задания по области. Наша съемочная группа побывала в засекреченном месте дислокации подразделения. Расположение бойцов 80-й бригады Львовского десанта засекречено. Попасть сюда можно только зная сложный пароль, который часто меняют. На базе десантники отдыхают, ремонтируют технику и пополняют боезапас. Изредка сюда доходят слухи о наступлении врага, но их бойцы всерьез не воспринимают. У нас є свій девіз, ніхто крім нас, і ми готові відповісти, якщо буде такий наступ. Як моя думка, то я всі ці чутки не вірю. Еще вчера эти мужчины сдерживали атаки боевиков и совершали рейды в тыл противника. Это главная задача десанта. Выполнять ее приходится на старой технике. Новый украинский БТР-4 здесь видели только на картинках. Воюет на технике времен СССР. Впрочем, она вполне еще способна дать бой. Калібр 14,5 в ньому. Здати на війну. Пробити з бронетехніки це, БТР зможе пробити. Проти інших, так проти БЕХ, проти танка, то він вже не йде. Солдаты признаются, сил им придает и отношение местных. Тут нас всі люди говорять і просять, кажуть, хлопчики, пацани, ребята, кажуть, не оставляйте нас туди-сюди. Багато чого говорять. Їдемо по дорозі, нас хрестять і все. Багато чого є. Солдаты и офицеры говорят, что здесь идет настоящая война. И закончить ее могут только политики, уверен 24-летний боевой капитан. Війну розпочинають політики і війну вони закінчують. Це моя особиста думка. Як воно буде далі? Звичайно, ми готові виконувати будь-які завдання, тому що ми є Збройні Сили України. З Божою допомогою все подолаємо. На стороне украинских десантников не только Божья помощь, но и артиллерийский дивизион. О том, что они прячут в лесу на случай прорыва обороны, здесь не говорят даже шепотом, но утверждают, Украина может спать спокойно. Из Луганской области Алексей Куделя, Константин Царинок, события, канал Украина.